Гармоничные пропорции, пушистый хвостик, маленькие живые глазки и быстрые движения – это именно те качества, которые делают белку особенно обаятельной. Этих грызунов вырастили в специальном заповеднике на Алтае. Они проделали огромный путь с севера на юг, чтобы вновь очутиться на воле. Рыжие зверьки с нетерпением ждут этого часа. Опа! Недостаточно выпустить белок на свободу. Им, как и любой живности, нужен свой уголок, где они смогут отдыхать от любопытных глаз, хранить запасы еды и выводить потомство. Для них здесь предусмотрели вот такие домики. Над тем, чтобы их установить, трудится целая команда. Их вешают на верхушках елей в самых укромных местах с помощью специальной техники. Так пушистым жильцам будет комфортнее в своих квартирках. Когда жилье готово, белочки спешат выйти и посмотреть окрестности. Все. Администрация предупреждает, пушистых красавиц не стоит кормить жареными семечками или соленым арахисом, а вот свежим сырым орехом они будут только рады. Мы вот связывались с людьми, которые имеют вольеры этих белок, которые разводят этих белок. Много информации они нам поведали. Касаемо питания, питание у них вообще простое. Это семечки, там всякие тыквенные семечки, обыкновенные семечки, черные там орешки, грецкие орехи, там фундук можно им подкинуть. Эта порода белок выбрана не случайно. Они быстро приспосабливаются ко всем погодным условиям. Здесь их в шутку называют морозоустойчивыми. Но они очень адаптационные, они приучены больше к зиме, потому что в холоде они вообще шикарно себя чувствуют, а у нас таких морозов нету. Вот сейчас буквально несколько месяцев, возможно, они уже дадут свое потомство, уже будут здесь размножаться. Первую пробную партию белок, это 10 пар. После того, как будет проведен анализ, как они будут приживаться, мы дополнительно еще закажем и будем выпускать далее белки. Но в целом имеется в виду, то есть планируется охватить полностью весь парковый комплекс по проспекту Базоткина. Это Торской парк и весь сквер площади ветеранов войны. Совсем скоро для белочек появятся еще и кормушки. Это значит, их сможет подкармливать каждый желающий, если даже и забыл принести угощение с собой. Естественной средой обитания для белок является лес, поэтому мэрия города Назрань решила выпустить этих рыжих грызунов в этом еловом бору. По словам специалистов, молодые бельчата быстро адаптируются к новым условиям. Они способны забыть прежнее место обитания всего за один день. А это значит, что уже совсем скоро рыжих грызунов можно будет кормить с руки всем желающим. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.